Всем привет, друзья! С вами снова проект «Испытано на себе». Евгений Никифоров, Якутия 24, НВК Саха. И сегодня наш выпуск пройдет с активностью на свежем воздухе. Весна, самое время гулять, но активность на свежем воздухе может быть не только приятная, но и полезная. А как же вы думаете, почему в моих руках сейчас находится каска? Да потому что сегодняшнее наше занятие имеет определенный элемент безопасности, точнее, я бы даже сказал, опасности. И для того, чтобы эту опасность предотвратить, избежать, существуют определенные защитные меры. Итак, не буду вас томить, чем же мы сегодня с вами займемся. А сегодня мы с вами будем сбрасывать снег с крыши. Да не просто с крыши, а с крыши нашего любимого родного корпуса НВК Саха теледома. Смотрите, сколько снега навалило. Просто снежный сегодня день. Да вообще март был очень снежным. Поэтому работы предстоит много. А поможет мне сегодня, расскажет о всех тонкостях этого непростого ремесла Павел. Здравствуйте, Павел. Евгений. Приятно познакомиться. Не каждый день получается пообщаться на крыше. Это очень здорово, вид прекрасный. Давайте вкратце поговорим про вашу работу. Что включает в себя вот это вот непростое занятие сброс снега с крыши. И в первую очередь расскажем про безопасность. Да, действительно, это очень опасная работа. Но без страховки у нас никак. Первым делом, что мы делаем, это нужно обезопасить территорию, чтобы пешеходы, прохожие не подверглись тоже опасности. Мы огораживаем территорию красной лентой, либо заградительными какими-то агрегатами. Так, все работники у нас проходят технику безопасности по охране труда. Перед каждым объектом смотрим разные нюансы, где закрепиться, как будет удобнее, скользкая ли крыша, уклон крыши. Все зависит также от уклона крыши. Если крыша прямая, то можно использовать обычную страховку, которая просто удерживает человека. Если уклон крыши более 20 градусов, то там уже другое специально удерживающее устройство, которое держит спину, ноги. И также имеется страховочный канат. Так. Ну, то есть, по сути, работа по сбросу снега — это что-то сродни альпинизму, промышленному или скалолазанию, даже это те же самые все, подходы. связано, да. Есть разные виды сброса, также наледи сбиваются, есть вертикальный сброс, есть горизонтальный сброс. Работники используют карабины, удерживающие, поддерживающие. Ну, в общем, мы сами орудие труда, лопаты. Самое основное — это ручной труд. Это ручной труд. Здорово. Друзья, хорошо, что в одном из предыдущих выпусков «Испытано на себе» мне пришлось испытать на себе скалодром. То есть немножко знаком с техникой безопасности, с крепежами, с карабинами, защитным снаряжением. С чего же мы начнем облачение? Вот каска — это, наверное, самое основное, что стоит. Да, это защитная каска. Так, мы ее надеваем на голову. Мы затягиваем ее регулировку для удобства, да, для регулировки, чтобы она хорошо чтобы плотно сидела. Дальше. Также что входит имеется еще? Страховочный ремень, Так. который у нас крепится к поясу. Так, держите. Мы его закрепляем. Так, ну тут прям как в самолете такой ремень. Так, Ого. все. И здесь у нас будет крепиться уже трос, который будет удерживать человека Вот для так вот безопасности. Да. Страховочный трос. Так. Ну, прямо такое ощущение, что мы не на уровне 4-го этажа, а где-то вот на небоскребе. Вот, если честно, первый раз такое ощущение. А с чего обычно начинается? Территорию, допустим, мы огородили. Как распределяются поверхности крыши? Вот сперва ближе к краю сбрасывается снег или, может быть, готовится где-то в каком-то участке? Если, получается, с края крыши никогда не сбрасывается снег, 1,5 метра от края крыши. Так. Соответственно, если есть загородительные бортики и снегорезы, человек не заходит за снегорез. Только работает в этом положении. Это такая граница безопасности. Граница безопасности, да, чтобы не было срывов, если очень легко подскользнуться на крае крыши. Поэтому да, а вот сразу такой вопрос. В вашей практике были какие-то, может быть,
ну, не то чтобы неприятные, а опасные случаи, когда чуть не доходило до срыва? Или, может быть, кто-то падал, вот, бух в сугроб? Бывали и такие моменты, когда бывает уклон крыши очень большой. Есть разные нюансы, от погодных условий зависит. Если сильно крыша подтаяла, очень скользко. Бывают срывы, но страховка – это полная безопасность. Она удерживает, никаких травм в моем опыте не было. Здорово, приятно слышать, что здесь все на высшем уровне безопасности, и даже для такого новичка, как я, для человека, который решил просто попробовать сбросить снег с крыши, безопасность здесь превыше всего. И еще такой вопрос, многие люди живут в частных домах, им возникает у них необходимость скинуть снег с гаража, с своего, может быть, двухэтажного дома, с одноэтажного дома. Можно ли там обойтись просто лестницей, без каких-то страховочных элементов, или же вы все-таки рекомендуете и здесь Все равно подстраховаться? лучшее средство – это страховка. Как говорится, лучше перебдеть, Лучше чем не падать добдеть. вообще, чем лучше хотя бы с не 10 падать метров вообще, упасть. Но страховка – это обязательное условие при любом случае. Неважно, какой высоты здания, лучше всего использовать страховку. Это самый лучший вариант. Слышали? Запоминайте, если вы даже решили сбросить снег со своего сарая, гаража, дома, кладовки, обеспечьте себе страховку, обеспечьте себе безопасность, и работа тогда будет вам в радость. Ну что ж, а сейчас самое время двигаться на крышу, непосредственно с которой будем сбрасывать, брать в руки лопату и заниматься физкультурой. Идем. Да, сейчас я спущусь вот сюда, пройду к вам. Ну что ж, даже такой простой шаг, как спуск на нижнюю крышу, на нижний ярус, требует страховки, потому что, кто его знает, вдруг что-то пойдет не так. Оп, 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 оп. Ну что ж, я пошел. Всем пока. Так, есть земля. Замечательно. Так, погодите-ка, тут пояс. Сейчас мы чуть-чуть вот так вот затянем. Уху! Смотрите, сколько здесь снега. Действительно навалило, можно сказать, сугробов по колено. И просто, чтобы пробраться к месту работы, это целая история, целый квест. Так, так, секундочку. Сейчас мы здесь вот так подстроимся. Леш, подтяни ему пояс. Да, вот здесь вот смотрите, он немножко не затянут, нужно его подтянуть, чтобы он не съезжал. Действительно, оборудование очень схоже с альпинистским, со скалолазным. Те, кто знают, владеют этим оборудованием, уже этого видели. Да, Так, сейчас потом затянем. Алексея можно поснимать. У него более профессиональное это удерживающее устройство. Да, обязательно. Так, о, отлично. И идем. Угу. Ого, ребят, здесь прям скользко. То есть вот этот металл крыши, он очень скользкий, действительно. И смотрите, тут можно просто уехать вниз, что, конечно, очень нежелательно. Фух, красота, свежий воздух. Что еще нужно для отличного рабочего дня? Фух. Особое внимание нужно уделить крышам, по которым проходят множество разных проводов. Здесь мы смотрим на примере нашего телевизионного дома, и, конечно, здесь целые витки, мотки, магистрали проводов, которые обеспечивают связь не только с зданиями вокруг, но и выходят далее на другие постройки через дорогу. И в этом случае, например, железная штыковая лопата – это очень опасный инструмент, потому что можно перебить кабель телевизионный, кабель интернета, кабель связи, питание, не дай бог. Конечно же, сейчас при современных технологиях это все скрыто, это все проводится в кабель-каналах, но тем не менее всегда нужно быть осторожным, чтобы, во-первых, не споткнуться о кабель, а во-вторых, просто чтобы его не перебить и не оставить без интернета, например, целый район. Сейчас проходит процедура страховки. В принципе, здесь достаточно комфортно. Выбирается веревка, все, можно двигаться вниз. Так, ну что ж,
Чувствуешь себя как прям астронавт на Луне. Ого. Смотрите, смотрите, какая глубина снега. Опа. А вот это вот уже было скользко. Ничего себе. Так. Вот это вот уже как-то опасненько. Здесь действительно проблема с подошвами, со скользкой обувью. И чем ближе ты подходишь к краю, тем у тебя больше выделяется адреналина. Ого, смотрите, вот тут просто можно хоп и съехать. Я даже не знаю, как сейчас будет это выглядеть там, где уже расчищено. Так, друзья, испытана на себе, конечно, в меру экстремальная передача, программа, но когда ты буквально уже в 5-10 метрах, да, пусть это какой-то вот у нас этаж 4-й, 3-й. Так, Алексей, все в порядке? Ты меня чувствуешь? Вот, я уже практически дошел до лопаты. Фу. Итак, вот здесь наше рабочее место, еще нужен один шаг. В общем, здесь все просто. На самом деле мы берем, откалываем куски снега, которые сами съезжают вниз. Нужен еще один шажок. Ого. Да, ну я прям не знаю. Хорошо, что здесь действительно есть заградительный бортик. И просто можем его либо сталкивать туда, либо скидывать. Конечно, сталкивать предпочтительнее, потому что это просто легче нам катится. Так. Ху-ху-ху-ху. Вот это да. Вот это вот я прям даже в шоке от такого. А как переступать? Слушайте, во, бам! Фух. Вот я даже ничего не сделал, уже хочется отдохнуть. Потому что тут даже встать невозможно, друзья. Настолько это все скользко. Ну, действительно, проблема в обуви. Ну, слушайте, да, я не знаю, насколько получится сейчас все это вообще снять. Что будем делать? Вот прям к этой подойти, да? Да. Давайте подкатимся немножко к заградительному бортику, в который можно упереться. Все, во. Так. Алексей, чуть-чуть отпускай. Фу-ху. Во. Вот это другое дело. И раз, и два. Самое главное начать. Ведь когда ты примерно понимаешь, как это все делается, как это все должно происходить, тебе уже гораздо легче. Я тоже спущусь. Оп, во. Смотрите, видите, уже там внизу что-то бахается, падает. Камеру надо будет. Там осторожно. Так, я за эту держу и все, да? Ага. И вниз. Ага, Вот. замечательно. Вот смотрите, примерно, чтобы просто понять даже высоту, это практически до моего колена. То есть тут, наверное, сантиметров Все, 40. Илья, спускайся. снега. Она снимает, да? Фух, слушайте, вообще физический труд, он как бы облагораживает, это понятно. Но когда он на высоте, он еще и адреналинит, дает возможность вам ощутить такие эмоции, которые при расчистке Свежий воздух полезен для своего здоровья. двора вы не ощутите. Да, и свежий воздух. Фух. Да. С первых минут понятно, что это вам не хухры-мухры. Ну а что делать? Чистка снега — это традиционная весенняя процедура. Если снег вовремя с крыши не скинуть, соответственно, он превратится в лед, в воду, может залить вам крышу, может залить вам двор,
выезд из гаража, выход из дома, в конце концов. Так. Теперь вот сюда. Большие глыбы снега можно ломать. Ну а мелкие просто скидывать. Вот там вот в конце, видите, уже оградительный бортик закончился. Поэтому мы туда сейчас не пойдем. Мы чуть-чуть вернемся обратно. Ау. Так. Такое фигурное катание по наклонной плоскости происходит здесь. Хочется посидеть. Фух. Вот совсем другое дело, когда вы чистите дорожки, например, свой двор от снега. У вас нет шансов упасть. А здесь нужно держать баланс, при этом выполнять работу, сбрасывать снег, следить, чтобы это все было еще красиво сделано, в порядке. Сейчас двинемся туда. Вот, смотрите, тут даже просто встать невозможно. И это не шутки. Это просто реальные условия работы на крыше. Так, пробуем. Хотя нет, давайте, знаете как, мы просто... Удобнее к бортику. Да, к бортику спустимся, потому что иначе это невозможно. Так, Алексей, трави помалу. Встаю. Все. Так, оборудование у нас немножко тут снялось. Сейчас один момент. Технический нюанс. Микрофон поправим, чтобы он у нас не выпал. Там осторожней только. Ага. Так, раз, два, три, связь есть? Есть. И поехали дальше. Сейчас мы пойдем с вами в обратную сторону. Ну как пойдем? Попытаемся пойти. Шаг вперед, два назад. Оп. Угу. А, вот еще есть лайфхак. Можно держаться за трос. Во. И поехали. Когда снег у вас уже не совсем у края крыши, приходится его сперва подкидывать к краю, а потом сделать проход по краю и сбросить его вниз. Фух. Павел, а вот сколько времени занимает примерно, сброс снега вот с крыши такой площади? Именно с такой крыши. Вот здесь где-то 50-60 квадратов. Так. В течение 4-5 часов. Ага, одним человеком. Одним человеком. Фух, да. Здорово. То есть у вас тоже работа непростая, ведь можно бесконечно смотреть на три вещи. Как горит огонь, течет вода, и как человек сбрасывает снег с крыши. Да, это очень большая ответственность. Да, согласен. Ответственность за жизнь, за здоровье человека — это превыше всего. Каждый раз переживаю за них, как за родных. За меня вы сейчас переживаете, честно? Конечно. Здорово! Приятно, когда за тебя кто-то переживает. Вот здесь уже. Сейчас мы чуть-чуть пройдем. Побросаем снег ближе к бортику и пройдемся уже, сбрасывая вниз. Опа! Что-то нашел. Фу, здесь какой-то профиль, который дает возможность держаться. Хорошо, что сейчас существуют легкие, удобные, прочные лопаты, с которыми эта работа превращается в радость. Фух. Да. Посмотрите, какая красота. Мы работаем непосредственно под нашей вышкой телепередающей. Фух. По крайней мере, с видом на город работать немного приятнее, интереснее. Так, вот здесь вот уже нужно немножко спуститься, потому что этот блок сам не поедет. Так, Алексей, чуть-чуть отпускаем. Во. Угу.
Вообще, наверное, лучше всего бы тут босиком стоялась, держалась. Но, сами понимаете, зима, снег. Во. — 4-5 часов, говорили они. Фу. Так, где-то здесь вот проходит какой-то здесь уступ, какой-то профиль. Это второй уровень снегореза. Фух. Ну что ж, друзья, это одна из самых реально испытанных на себе передач «Испытано на себе». Потому что здесь физуха, адреналин плюс, безусловно, полезное дело для нашей общей работы, для НВК Саха, Якутия 24. Во! Смотрите, какие глыбины здесь можно сорвать. Воу! Так, пройдемся еще вот до сюда и будем сбрасывать снег вниз. Вообще самое важное, как сказал Павел, это предварительная подготовка. То есть это оцепление, огораживание территории, куда потенциально будет падать снег с крыш. Снег и в некоторых случаях лед. Потому что если случайный прохожий, ребенок, автомобиль может внезапно проехать в зону сброса снега, а как я уже на себе прочувствовал, вес даже просто лопаты снега очень-очень серьезный. И при падении с большой высоты это будет крайне неприятно для человека, ну и для машины тоже. Поэтому, если вы видите где-то натянута лента с бумажками «Внимание, сброс снега», «Внимание, опасная зона», ни в коем случае не пренебрегайте этим предупреждением. Это значит, что где-то наверху трудятся ребята, которые сейчас будут сбрасывать снег. И по этой территории, мимо этого дома, можно будет пройти только после снятия предупреждающих заградительных барьеров, ленточек. Так, ну вот здесь уже вот этот метр дочистим, чтобы было куда дальше скатывать снег. Мы, конечно, пройдемся сейчас по низу и его попробуем сбросить вниз. Так, снег у нас уже, можно сказать, на первой линии. Так, Алексей, немножечко потратравим. Чуть-чуть. Ага. Ну, как-то так, да. Все, приближаем эти горы снега поближе к краю. Раз, два, три. Потом подойдем непосредственно к бортику и будем снег этот скидывать. Вообще, наверное, как и в любом другом деле, здесь важна практика. И чем больше ты это делаешь, чем больше кубов снега ты сбросишь, тем легче будет работа в дальнейшем. Фух. Такой вот фитнес, я бы даже сказал, кроссфит на свежем воздухе. Не переключайтесь, я немного передохну. Испытано на себе. Ощущения прямо, скажем, двоякие. С одной стороны, это такое погружение в детство, когда вот прыгаешь, бегаешь по гаражам, этот снег ногами сталкиваешь, причем тогда не думая об последствиях, об опасности. Это весело. С другой стороны, это тяжело. Тяжело, потому что есть баланс между работой и риском. А здесь, Павел, какой у нас уклон крыши примерно, на ваш взгляд, в градусах? 30, да? Ну, то есть это считается довольно покатая крыша, по идее. А легче сбрасывать все-таки с крыши под уклоном или с плоской? Потому что под уклоном ведь снег, он как бы сам скатывается, но есть возможность упасть. Ну, в основном, наверное, скорее всего, все зависит от уклона крыши.
Ну, бывают нюансы, что с прямой крыши сбрасывать тяжелее, потому что двойные переноски, перетарки, приходится к краю увеличивается время. А с покатых крыш здесь уже более такие моменты, что здесь нужно все-таки Где-то в каком-то месте грамотно хоп, и он сам съехал. не спешить и не торопиться. Не Спокойно. спешите, не торопиться. Это действительно очень важный совет. Здесь нельзя так вот прям взять и с места в карьер. Нужно И все, обязательно помолиться. да, делать все аккуратно, не спеша. Ведь в конечном итоге главный результат – это раз. И главное отсутствие каких-то травм, повреждений. Так, еще чуть-чуть. Во, отлично. Это сейчас мы туда подкинем поближе. Вот как бы, казалось бы, не настолько я боюсь высоты, никогда не было такой фобии, но здесь проблема в том, что ты не контролируешь свое, так сказать, стояние на крыше. То есть вот скользкий вот этот скат, он тебя лишает просто чувства контроля над собой. Давайте попробуем подойти сейчас к бортику и вот этот весь снег туда покидать. Так. Напоминаю, что у нас есть прекрасная страховка. Вот она. Еще чуть-чуть. Во. И вот отсюда мы начнем просто его, наверное, скидывать. Павел, какие мышцы работают при работе лопатой? Здесь прокачка, наверное, каких-то крыльев, бицепсов. Бицепсы, Физруки. трицепсы. Особенно очень сильно идет нагрузка на ноги. Ноги прямо хорошо Вот, прокачиваются. кстати, да. Да. Что есть, то есть. Постоянно в напряжении. Фу. Говорят же, подняться легко. Подняться легко, а спуститься быстро. Одна из шуток сбрасывателей снега с крыш. Павел, а как называется официально профессия или вот работа по сбросу снега? Это что, снегосбросы или дворники крыш, или вот как это звучит? Это больше уже, наверное, к скалолазанию относится. Вот да. судя по оборудованию. Профессиональному скалолазанию. Очень похоже, да. Как таковой профессии такой нет, но обучение по технике безопасности, курсы проходят. Прекрасная погода, не правда ли? Павел, а вот самая большая крыша в Якутске, с которой приходилось скидывать снег, можете вспомнить площадь ее? Что это было за глобальное сооружение? Самое большое сооружение это было 24 тысячи квадратных метров. Это Вот. завод на автодорожный. Вот это да. Какой-то склад, видимо, да, арочники, склады. Да, там сеть складов, цельное Ого. помещение. Вот это да. Еще мы не затронули один немаловажный момент. Как потом поступают со сброшенным снегом. То есть куда он вывозится, каким образом, как это, кто этим занимается. Это занимается техника этим, приходят погрузчики, также люди, которые счищают все дополнительно, все это грузится в самосвалы и увозится на полигон снега. Ага. На это берется разрешение, делаются пробы снега, что он безопасный. Ого. То есть это ни в Да. коем случае просто так скинул снег и куда-то Так он там тоже делся, нет. забыл На и это ушел, да? выдается То есть это разрешение, увозится все на полигон, там его принимают, и потом там же он поступает при таянии на очистные сооружения.
Обалдеть. Фух. В этом году действительно достаточно снежная, даже не зима, а весна, наверное. Вот последний месяц, говорят, выпало очень много осадков, даже больше нормы. Наверное, полигон снежный просто переполнен. Ну и работы у тех, кто сбрасывает снег с крыш, мне кажется, хоть отбавляй, недостатка в этом нет. Обратите внимание. Здесь уже просто находили, поэтому лучше сюда. Без страховки по крыше лазить крайне не рекомендуется. Здесь у нас производственная необходимость. Работа оператора также сложна, как и работа корреспондента, потому что иной раз приходится работать в очень суровых условиях. Пока наш доблестный оператор, храбрый, идет на съемки, на точку съемки, я немножко поработаю. Не могу сказать, что я вошел во вкус, но, по крайней мере, сейчас это уже гораздо легче, чем первые минуты, первые метры, Все. Можем. метры снега. Так, вот сейчас была отмашка возвращаться на базу, чтобы пообедать. Оставляем здесь лопату и, придерживаясь за страховочный канат, идем вверх. И это всего лишь небольшая крыша с уклоном порядка 30 градусов. А представляете, какое-нибудь глобальное строение? Фух, вершина покорена, друзья. Немножко отдохнем и пока посмотрим, как работают профессионалы. Испытано на себе. Что ж, у нас нет возможности, нет времени много занимать рабочего, опять-таки, времени у ребят, которые этим занимаются, но пару вопросов я хочу задать человеку, который меня сейчас страховал и который здесь, видимо, будет сейчас делать основную часть работы. Алексей, добрый день, здравствуйте. Добрый день, И самый основной вопрос, как давно вы этим занимаетесь, насколько у вас великий опыт? Я где-то более 5 лет занимаюсь снегом. Какая самая интересная крыша в вашей практике была? Вот есть ли что вспомнить прямо? Что-то необычное? Нет. Все одинаковое, да? Когда находишься на высоте, все одинаковое. Я привык. Привык. Да, наверное, это дело привычки. Всегда работаешь в одиночестве или все-таки на больших объектах есть помощники? Да, есть помощник. Потому что, наверное, одному очень тяжело это все. Полноценная бригада. Да. Ну да. И вот по этому году, по весне 26-го года, сейчас у нас, ну, можно сказать, конец марта. Это обычное время для сброса снега или было раньше, было позже? Ну так же. В целом, примерно в это же время все и происходит. Фух, спасибо, во-первых, за такую страховку. Я чувствовал себя просто в безопасности, потому что когда ты знаешь, что тебя страхуют, что держат надежные руки, в принципе, можно было подойти и к краю. Но, как сказал Павел, это в первую очередь психологический тормоз где-то в голове. Ведь все мы понимаем, что край крыши — это определенная опасность, и дальше которого шагнуть этого края невозможно. При этом, когда ты начинаешь работать, вот, Алексей, высоты вообще боишься или нет? Или уже привык просто? Все боятся высоты, да? Просто, наверное, с опытом. Страховаться надо хорошенько и все. Да, смотрите на экипировку Алексея, здесь более профессиональная обвязка, это, ну, полноценная альпинистская обвязка, потому что бывает сложно найти, наверное, какую-то точку страховки, точку пристегивания. Не на каждой крыше она может быть, или может быть одна на всей крыше. Поэтому здесь вот, например, я не вижу, но ребят нашли здесь страховочную точку, она здесь одна, но тем не менее на всю крышу это, конечно, есть риск, есть особенность работы. Фу, сейчас мы немножко поснимаем, как работает Алексей. Посмотрите отличия в его уверенных, проверенных, наработанных движениях. Ну и будет с чем сравнить. Здесь мне нужно как-то отстегнуться, да, видимо? Нет. У Алексея своя страховка. Вот она. Так, сейчас я немножко отойду, чтобы не мешать. Сегодня еще, я считаю, нам повезло в плане погоды. День не солнечный, иначе от снега отражается солнечный свет, и это все очень сильно, наверное, слепит и мешает работе. О, автоснятие пояса. Наверное, можно вот это уже снять, да? Попробовать. Хотя, наверное, еще на кадрах будут. Я его лучше сниму на финальных титрах. Так, блин. Сейчас.
Так, смотрите, ребята, опытные люди перебрасывают лопату снега за 3-4 метра сразу вниз, не делая это в 2-3 захода к краю крыши. Но это можно делать, наверное, пока находишься недалеко от края, потому что когда лодка доходит до середины крыши, может быть до конька крыши, до верхней точки, здесь, наверное, приходится все-таки в 2, может быть даже в 3 приема. Вот что я себе представляю в последний момент сброса, когда уже весь снег чищен, человек сбрасывает последнюю лопату снега, потом садится на попу и скатывается с крыши прямо вот в эту гору снега, в сугроб, бах! И это все мягко, потому что там огромный объем снега и самый быстрый способ. Делали так, Павел? Хотелось? Ладно, с небольших высот могут быть нюансы. Детство играет, как говорится, делать. Но уже с уровня второго этажа это проблематично. Да, вот видите, действительно иногда хочется сделать что-то безумное, но мне предстоит еще снять много передач, поэтому испытывать на себе прыжок с крыши в сугроб мы не будем. Лучше посмотрим, как двигается, продвигается уборка снега. Испытано на себе. Фух, ну все, после такого трудового получаса работы можно уже наконец снимать страховку. Пояс здесь, обратите внимание, друзья, тоже достаточно прочно снимается. Да, так вот он снимается, кстати. Полностью до конца. Тут еще так просто. Все, понял, здесь, да, страховочный. Смотрите, как в самолете практически действует замок. Сам пояс тоже не легенький, учитывая, что здесь стальные карабины, длина веревки и самая основная каска, но ее мы снимем после того, как войдем уже в здание, в чердак нашего здания, чтобы где-то по голове мне что-то не прилетело. Это был бесценный опыт, это было необычно, это была интереснейшая физическая нагрузка. Мы посмотрели от первого лица, как выглядит работа скалолаза, высотника с функцией сброса снега. Это не просто, это здорово. Я горжусь такими ребятами, как вы. Спасибо большое за возможность испытать на себе в рамках передачи такую необычную должность, как сброса снега с крыши. Смотрите нас дальше, будет интересно. Испытано на себе. Да, я брошу просто и... Да, или лучше Павел поднимет, потому что он уже тут сколько раз уже залазил. Главное помнить, что 1,5 ляма и все. Остальное не страшно. Вот такие стартовые трюки иногда приходится осуществлять операторам, корреспондентам. Ну что ж, Павел, спасибо за бесценный опыт, за возможность ощутить в своих руках, можно сказать, в ногах силу, величественность сброса снега с крыш. И хочется попросить, может быть, какое-то пожелание людям, нашим телезрителям, какие есть в этот весенний день у вас пожелания для наших телезрителей. Спасибо. Возьмете? С радостью. Отлично. Да, опыт есть, друзья. Отлично. Вот так вот и приобретаются новые навыки. Кто знает, может быть, даже новые профессии. Еще раз хочу сказать, что действительно весна — время не только радости, цветения цветов, пения птиц, но и такой непростой, даже не на первый взгляд, а в целом непростой, сложной и в чем-то даже опасной работы, как сброс снега с крыш зданий. Всегда помните о безопасности, о страховке. Даже если вы работаете один, страхуйтесь. Если вас несколько, то всегда бумс. Вот видите, как хорошо, что есть каска. Всегда старайтесь, чтобы рядом была чья-то надежная и крепкая страховочная рука. Проект испытан на себе. Якутия 24, НВК Саха. Смотрите нас, будет интересно.